Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. День открытых дверей в танковых ангарах. Уже познакомиться с историей, училище, музей, учебные материалы. Для чего сегодня в Казань приехали военные представители из 50 стран мира, знает Сергей Хайдаров. Чемпионами становятся. Поздравляю всех присутствующих с достойной победой в финале национального чемпионата WorldSkills. Как чествуют лучших из лучших, увидел и Рамиль Шайдулин. В Альметьевске обнаружили свалку с медкартами пациентов. Предположительно, медицинские карты. Здесь прозимовали, видите, перевязаны бинтом. Чьих это дело рук и какую ответственность понесут виновные? Филюза Хамидуллина. Те же, но есть нововведения. Я читаю молитву. У выпускников сегодня первый обязательный ЕГЭ по математике. Как справляются с волнением? Вероника Гайнуддинова. Десант военных атташе стран НАТО и не только сегодня в Казанском танковом. Сюда прибыли представители 58 государств. Основа ведения боя, новейшее вооружение, разбор тактики – все это не военная тайна, а предмет изучения. В России все они приехали за опытом. Что военные со всего мира готовы брать на вооружение уже сейчас и готовы ли Казань обучать еще и легионеров, узнал Сергей Хайдаров. Если танки не боятся грязи, то танкисты, как выяснилось, часами проводят время в воде. Плывут почти как спортсмены, только в форме и с оружием за спиной. За этим внимательно следят военные представители более 50 стран мира. Как самочувствие? Самочувствие в норме. Приступаем к следующему упражнению. С этими тренажерами все еще интереснее. Вот так танкисты выполняют задачи прямо под водой. Чего здесь с ними только не происходит, когда нужно канистру с горючим по дну перенести, а когда из затонувшего танка выбраться. Очень нужно для военных. Не только даже для России и для нам. Это хороший. Почти весь этот день военные представители проведут в этом училище. Нужно успеть все, и на элитное оружие посмотреть, и технику подготовки бойцов подглядеть. Наши военные говорят, во всем этом военной тайны нет, исключительно обмен опытом. Абсолютно военной тайной это не является, потому что в рамках работы представителей военных атташе и в планах управления международного военного сотрудничества предусмотрены ежегодные посещения военно-учебных заведений России. Увидеть и оценить всю мощь российских танков можно здесь, в хранилище. Только в этом находится около десятка таких машин, и все они оснащены как самым современным технологичным оборудованием, так и самым простым, но очень эффективным. К примеру, позади каждого танка находится вот такое вот бревно, которое поможет ему в случае чего выбраться из грязи. В течение всего дня военные представители стран мира не убирают из рук телефон. Снимают буквально каждый свой шаг, видимо, чтобы ничего не упустить. Такой своеобразный день открытых дверей в российской армии – это шаг к совместной, еще более эффективной борьбе с главным злом – терроризмом. Самая важная задача – это как сосуществовать вместе. Я думаю, когда мы находимся в таких местах и видим открытость и российской армии, мы не секрет, что мы сегодня государство Израиля сотрудничает, армия обороны Израиля с российской армией. Это еще доказывает ту открытость и те возможности сотрудничества. Я думаю, мы больше должны говорить о сотрудничестве между армиями, а не о соперничестве между армиями. Казанская танковая – один из главных поставщиков кадров в российскую армию. Как выяснилось, на данный момент здесь готовы обучать еще и иностранных танкистов. Если будет потребность и приказ, здесь могут для этого создать специальный факультет. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня ряды вооруженных сил пополнили новобранцы. Из Татарстана 174 призывника отправились на военную службу. Служить они будут в разных городах, от Пскова до Туапсе. Весенняя призывная кампания достигла уже своего экватора. Сколько молодых парней еще ждут в военкоматах, узнал Дмитрий Аринин. Бывший студент-певец Ильназ Гельмудинов на дорожку в армию поет о любви, а скоро его репертуар, вероятно, пополнится и армейскими песнями. Казанцу предстоит служить в Ржеве, в войсках ПВО. В роду все служили. Вот мама тебе в глаза смотрит, а у нее слезы идут. И самое тяжелое, наверное, это, скорее всего, вот это. А остальное это просто дело времени.
Сегодня на сборном пункте республики торжественно провожали 174 призывника. В ближайшие дни они разъедутся по воинским частям в разные концы страны. Одним дам приказ на запад, в Псков, других ждет дорога к морю, в Туапсе. От дома трудно отрываться. Вот это единственное чувство, наверное. Трудно отрываться от родительского дома, где я все время был с мамой, с папой. А сейчас придется целый год быть в другом городе, с другими людьми. Что такое армия, в этот призыв уже узнали около 300 татарстанцев. Они уже служат, в основном водителями, десантниками и механиками бронетранспортеров. Призывная кампания вообще имеет плановый характер. Все идет по плану, без срывов. И я думаю, что в целом задания на отправку войска будут выполнены. Чтобы у татарстанцев служба шла без происшествий, будут следить наши правозащитники. Делегации республики регулярно приезжают в разные части. Посещая воинские части, а мы достаточно много, ежегодно и в осенний, весенний призыв посещаем. Сегодня практически отсутствуют вот эти неуставные отношения. Всего до 15 июля в военкоматы вызовут 18 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Из них для службы в армии отберут почти 3500. Больше половины отправятся в сухопутные войска. Дмитрий Аринин, Илья Хайрудинов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Победителем славы Рустам Минниханов сегодня поздравил чемпионов и призеров WorldSkills Russia. У татарстанской сборной самое большое количество медалей – 58 золотых, 49 серебряных и 43 бронзовых. Победители могут попасть в состав сборной России на мировом WorldSkills в Шанхае. Как ковались медали победы, об этом подробно Рамиль Шайдулин. Так чествуют чемпионов. Первые на первенстве. Рекордсмены по количеству медалей. Большая часть золота. В третий раз за 7 лет татарстанская сборная становится чемпионом национального этапа. Ваша уверенная победа в финале – это крутой старт вашей карьеры, новых побед на международных соревнованиях, становление вашего профессионализма. Вам аплодисменты. Такой результат – прямая заслуга мудрых наставников. Это они вместе с ребятами посвящали тренировкам долгие дни и ночи. За это особая благодарность от президента. Абсолютно не умели заниматься тестом, даже в руки не знаю, с какой стороны взять его. И мы прям с нуля все обучались. Только все старания оправдались. Один из пекарей, Игорь Мишин, буквально сразу почувствовал, что такое карьерный рост. Меня, к счастью, взяли в сборную России по хлебопечению. Я буду представлять Россию на Евроскиллс в 2022 году. Путь к победе был нелегким. На этих фото самые показательные моменты чемпионата. От подготовки до кульминации челнинец Раиль Абдулин теперь с улыбкой вспоминает, как он осваивал станок. Были люди, которые именно работали на нем года 2-3 и на нем выступали, а я его видел первый раз. Но у нас таких станков в Челнах нету, они очень старые. У нас стоят современное оборудование. Сегодня дни соревнований – это уже недавнее прошлое. Позади остались бесконечные тренировки, часы, проведенные за станками или в сварочной маске. Впереди небольшой отдых и надежда на WorldSkills 2021 года. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. А уже завтра стартует онлайн-продажа билетов на церемонии открытия и закрытия WorldSkills Казань. Приобрести их можно будет на официальном сайте worldskills2019.com. Стоимость от 300 до 1500 рублей. В кассах города билеты появятся ближе к самому чемпионату. Церемонии пройдут на стадионе Казань-Арена. Организаторы обещают красочное шоу. Билингвальное образование, подготовка кадров и лучшие методики преподавания. На 3 дня Казань погрузилась в работу Международного форума по педагогическому образованию. Профессионалы из более чем 30 стран России, США, Германии и Китая будут делиться практиками. Репортаж Анны Городновой. В конце мая, под конец учебного года, весь цвет мировой педагогики собирается у нас в Казани. Посмотрите, сколько здесь участников. Это представители 140 российских и 75 зарубежных университетов. 5-й международный форум проходит на площадке КФУ. Сюда приезжают педагоги со всей страны, чтобы повысить квалификацию. Именно здесь готовят будущих учителей. В эпоху электронного образования важно сократить разрыв между цифровым поколением детей в школе и аналоговым поколением педагогов. Гаджеты, виджеты, вся эта цифровая образовательная среда, электронные школы, системы искусственного интеллекта, да, это все нужно, но самое главное – это человеческое общение, потому что мы с вами помним, что у нас образование – это неразделимый процесс воспитания и обучения. Учитель – это вечный ученик, он постоянно развивается. И вы знаете, если учитель хочет учиться, а ученик хочет учиться, то для них школой становится весь мир.
При этом учитель должен следовать мировым тенденциям и одновременно сохранять национальные традиции. Билингвальное образование нужно внедрять еще с детского сада, говорят спикеры, чтобы родной язык изучался наравне с русским и иностранным. У нас на территории Якутии коренные народы, малочисленные народы севера, и поэтому в университете также изучается 6 языков коренных малочисленных народов севера. Своим опытом делится Ирландия. Там учителям полная свобода в выборе педагогических методик, но и спрос с них высокий. Это мой 5-й визит в Казань. Могу сказать, что Казанский университет – это мировой исследовательский центр, центр подготовки педагогов. Обязательно посетите все мастер-классы. Круглые столы, симпозиумы, экскурсии. Форум продлится еще 2 дня. Анна Городнова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. 11-классники по всей России сдали сегодня первый обязательный экзамен. В Татарстане ЕГЭ по математике написали 16 тысяч выпускников. Правила те же, но есть и нововведения. Какие, расскажет Вероника Гайнутдинова. В одном месте танцы, песни и никакого волнения. В другом, наоборот, успеть все вспомнить и повторить. Этот синус считается положительным, то у тебя вся функция остается положительной. Я читаю молитву. Подход к экзамену у всех разный, но цель одна – сдать. Это 139-я гимназия в Казани. Сдают здесь выпускники других школ. Все по правилам. Правила нужны очень и на экзамене. Математика – предмет сложный. Я практически к экзамену не готовился, но я достаточно, считаю, талантливый молодой человек, поэтому я надеюсь экзамен написать баллов на 80. Все через это проходили, думаю, я пройду как-нибудь. Математику сдают все 16 тысяч выпускников этого года. Паспорт, ручка, знания, универсальный набор ЕГЭ. Шоколад не обязателен, но с собой он у каждого. После металлоискателя в аудиторию правила практически не меняются, лишь маленькие нововведения. Особенность этого года – выпускники могут сдавать только один ЕГЭ по математике, либо профильный, либо базовый. Оба экзамена проходят в один день. К примеру, в прошлом году 11-классники могли сдавать оба варианта. Профильный сдают те, кому математика нужна для поступления в вуз. Но с этого года результаты ЕГЭ влияют и на получение аттестата с отличием. Нужно не меньше 70 баллов. Бланки распечатаны, экзамен начался. Результаты 11 июня. Базовый уровень, 12 профильный. Следующее испытание 31 мая. ЕГЭ по химии и истории. Вероника Гайнутдинова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Личные данные пациентов на городской свалке в Альметьевске вместе со строительным мусором выбросили и медицинские карты. Предполагают, что их вынесли из медучреждения, где идет капремонт. Сейчас по этому факту прокуратура начала проверку. Как такое могло произойти, разбиралась Филюза Хамидуллина. Предположительно, медицинские карты. Здесь прозимовали, видите, перевязаны бинтом. Это карточки с историями болезней пациентов. Не такие и давние, есть записи от 2010 года. И здесь их несколько десятков. А еще есть и другие документы. И все вперемешку со строительным мусором. Свалку вблизи поселка Нижняя Мактама обнаружили экологи. Предположительно, от учебного медицинского учреждения мы несколько экземпляров изъяли для того, чтобы вести административное расследование. Это место безлюдное, и машины могут проехать сюда лишь в хорошую погоду. Весь этот строительный мусор и медкарты, возможно, выкинули весной этого года или осенью. Карточки промокли, но незначительно. Все, написанное хорошо читается. Экологи предполагают, все это вывезли из лечебно-профилактического учреждения города, где проводили капремонт. Штрафы за такое до 250 тысяч рублей для юридических лиц. Виновные лица, причастные к данному делу, сейчас выясняются все обстоятельства дела. Возможно, так как среди отходов были выявлены строительные отходы, возможно, здесь причастна подрядная организация, которая осуществляла ремонт. Судя по данным, которые мы увидели на медкартах, пациенты – сотрудники разных компаний города, но все жители Альметьевска. Вполне вероятно, они и не догадываются, что их личные данные в свободном доступе. Сегодня мы выехали по нескольким адресам. Они у тещи живут где-то напротив, бывшего юбилей спорт. Молодой человек? Моложе уж, намного меня. Кошмар, это вообще невозможно. Что Россия, что медработники, что парни. Сейчас по этому факту начали внутреннюю проверку в медучреждениях Альметьевска. По данному факту сейчас проводится в соответствии с приказом внутренняя проверка, расследование для выяснения принадлежности медицинской документации, вида медицинской документации,
принадлежности в части учреждения государственной формы собственности или частной формы собственности. Информация о состоянии здоровья людей – медицинская тайна. Так как же должны храниться медкарты? Медицинская документация разного характера имеет разный срок хранения, архивирования, правильно говоря. Поэтому однозначно ответить нельзя. В зависимости от вида медицинской документации хранится от 25 до 50 лет. Проверку по этому факту сейчас проводит и прокуратура. В настоящее время прокуратура города проводится проверка, вынесено решение о проведении проверки, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, это не первый случай, когда документы оказываются на свалке. 2 года назад жители обнаружили в мусоре архив исполнительных производств с личными данными казанцев. Мы будем следить за результатом этой проверки. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Пляжи республики не готовы к купальному сезону. Кому суждено, тот и тонет. О начале купального сезона Альбина Аслугараева. Эвакуация 200 пациентов в 18-й больнице. Внимание! Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Как прошли тактика специальные учения, увидел Ленар Геннатуллин. С чрезвычайным послом Южноафриканской республики в России встретился сегодня Рустам Минниханов. Обсудили вопросы укрепления отношений в рамках сотрудничества. Напомним, что делегация посольства ЮАР в России уже посещала ранее Татарстан в марте и январе 2017 года. Тогда был введен безвизовый режим между Россией и Южноафриканской республикой. Первые итоги перехода к новой системе обращения с отходами озвучат на сессии Госсовета 5 июня. Об этом рассказали сегодня на заседании Президиума. Отчет прозвучит от Кабинета министров республики. На сессии рассмотрят 28 вопросов. Назначат также дату выборов депутатов Госсовета. В этом году истекает срок полномочий 5-го созыва. Лидеры списка определены, но все может поменяться. Хафиз Миргалимов в интервью нашему телеканалу рассказал, как КПРФ готовится к выборам в Госсовет. С кем партия идет в эту избирательную кампанию, что думает о своих политических оппонентах, узнал Дмитрий Аринин. Здравствуйте, Хафиз Гаязович. Скажите, вот на следующей неделе Госсовет должен уже официально объявить о начале избирательной кампании в парламент. Скажите, как ваша партия к ней готова сейчас? Да, вы правы. Вот сегодня было заседание Президиума Госсовета Республики Татарстан. Мы рассмотрели повестку дня будущей пленарной сессии. Этот вопрос там значится. Мы уже давно готовимся к этому, в течение уже 5 лет. В предыдущем заседании бюро рассмотрели кандидатуры по партийному списку, а также по всем 50 партийным округам, одномандатным избирательным. Средний возраст 47 лет. Вот. Есть у нас там учителя, врачи, вот, рабочие, вот, фермеры есть, вот, генеральный директор тоже есть, вот, женская половина тоже представлена, и молодежь есть. У вас лидер списка кто и почему они? Ну, лидер списка, конечно, ваш собеседник, первый секретарь Татарстанской республики КПРФ, вот, Миргалимов. Наверное, народ меня чуть-чуть знает, вот, Хафиз Гаязович. Вот. Второй у нас Артем Вячеславович, центральный масштаб рассмотрен. Третьим у нас рекомендован, еще не выдвинут, кандидаты в кандидаты, Комиссаров Александр Владимирович, вот, секретарь Республиканского организма партийного рабочего. У нас еще может быть сдвижки. Вот. Может быть, того не будет, этого не будет. Какой у вас план? Минимум, допустим, 6 человек, 10 получить? Понимаете, я не могу сейчас назвать цифры. Мне надо гадать кущиной, как гуще. Вы следите вот за конкурентами, чем они занимаются, как праймерис те же? Понимаете, я не вникаю, не обращаю внимания, не трачу свое время. У меня своя, как говорится, партия, у меня свои проблемы. Единая Россия вчера объявила 5 лидеров своих. Вы слышали, кто эти люди? Что думаете, насколько это сильные конкуренты? Я считаю, конкуренция, конечно, будет сильнейшая. Вы скажете, вот 4-й номер, 5-й номер списка, есть ли там женщины активные лидеры? У нас, что ли? Да, у вас. У нас есть первые десятки, они, конечно, будут. Вот, женщины тоже представлены. В основном у нас мужчины, молодые ребята. Кто 4-й и 5-й номера есть у вас? Это будет определять у нас кадровая комиссия, бюро и пленум Татарстанской республики КПРФ. Тогда спасибо за интересную беседу. Пожалуйста.
В республике появится еще 14 официальных пляжей. Сегодня их 34. Уже через 2 дня в Татарстане начнется купальный сезон. Задача максимум – не допустить трагедий на воде. Напомним, в прошлом году в реках мы потеряли 97 человек. 71 как раз летом. Большинство утонули на необорудованных водоемах. Какие дикие пляжи в этом году станут централизованными, расскажет Альбина Асылгараева. Официального открытия не дождались. На Казанском пляже Нижнезаречья купальный сезон стартовал. Правда, только с подачи жителей. И около воды находиться, и как-то не окунуться – это грех, наверное. А если окунуться, это уже и штраф. 1500 рублей придется отдать за водные процедуры на необорудованном пляже. За это еще можно поплатиться и жизнью. В прошлом году за летний период утонули 71 человек. В основном на несанкционированных местах купания. Вот так выглядит типичное место, не оборудованное для купания. Здесь нет опознавательных знаков, здесь нет буйков, медицинского пункта и спасателей. А значит, купаться здесь небезопасно. И, кстати, мест для официального купания в республике станет больше, на 14. Увеличить их количество поручил президент республики. В прошлом году Рустам Минниханов поставил такую задачу по итогам купального сезона. Тогда большинство утонули на необорудованных местах. Где у нас работа будет слабо организована, конечно же, мы будем спрашивать, уважаемые руководители наших районов и городов. В республике 34 оборудованных пляжа. Сейчас все они проходят сертификацию перед открытием сезона. Работы по проверке пляжей в этом году начались позже. Ждали, пока прибудет вода. Есть заявление о переносе пляжа Нижнезаречье и Локомотив на более поздний срок. По пляжу Глубокий пока информация непонятная. Он не готов. Мы проводили освидетельствование по пляжу. Комсомольская он будет, скорее всего, закрыт на реконструкцию на небольшое время. Планируется открытие нового пляжа на озере Лебяжье, но обход и объезд комиссионного назначен на завтра. На 8 пляжей уже получено разрешение, остальные планируют обойти до официального открытия купального сезона 1 июня. Альбина Асылгараева, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Операция «Эвакуация» пациентов в 18-й горбольнице в Казани срочно сегодня эвакуировали. Причем справились всего за 16 минут. И хотя тревога учебная, результаты выявили болевые точки. Где оказалось слабое звено, увидел Ленар Гинатуллин. Ага, заходите. Раннее утро, все врачи 18-й больницы на своем посту. В это время по электронной почте главврач получает сообщение: здание заминировано. Внимание! Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. В больнице вместе с обслуживающим персоналом около 300 человек. Организованы 5 выходов. Первыми больницу покидают ходячие пациенты. На улице их провожают в безопасное место. Но есть и те, кто не может передвигаться самостоятельно. Пациентов из отделения реанимации эвакуируют через отдельный выход в сопровождении врачей и реаниматологов. Их задача максимально быстро доставить в ближайшую больницу. 176 пациентов, 126 сотрудников больницы, в том числе 15 тяжело больных, эвакуировали всего за 16 минут. Каждое учение для того и организуется, чтобы понять, что мы делаем правильно, что неправильно. Здесь необходимо доработать схемы оповещения и пути эвакуации. Пока специалисты подводят итоги учений, поэтапно разбирая каждый момент эвакуации, пациенты радуются, что это только учение. Ведь пару лет назад в подмосковной больнице из-за неправильной эвакуации погибли 38 человек. Люди должны как-то ориентироваться в любой установке. А вдруг такая... Мы же живем ведь не больно вот в идеальном обществе. Всякое может быть. Обязательно нужно. Все должны быть готовы к гражданской обороне, если на случай пожара. Они должны ложиться в 5 минут. Это очень сложный процесс. Но я считаю, что они сегодня справились. Чтобы избежать трагедий, такие учения проводятся ежемесячно в разных лечебных заведениях Татарстана. Ленар Гинатуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. 5 эскизов спектаклей, 1 в том числе на татарском языке. Сегодня озвучили программу 6-й театральной лаборатории «Город артподготовка». Ждут много интересных гостей, писателей, поэтов, художников, режиссеров. Будет не только спектакли, но и лекции, мастер-классы и творческие встречи. Арт-лаборатория откроется 1 июня и проработает 2 недели. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. У нас всегда что-то новое, и в этом году просто участвуют снова, опять-таки, художники, просто они другие. В этом году участвует кинорежиссер, да, молодая. В этом году у нас все-таки приезжает в рамках программы Роза Хайруллина. Ну, мне кажется, вообще эта лаборатория у нас в этом году превратилась в такой некий фестиваль. Сколько заработали мастера искусств и чей доход резко вырос? Читайте об этом в интернет-газете «Реальное время».
На одной сцене джаз и классика. Сегодня завершается 30-й юбилейный сезон камерного оркестра «Ля Примавера». Весь год казанские музыканты радовали зрителей фееричными выступлениями и удивляли выбором жанра. В эти минуты в БКЗ работает наш корреспондент Зарина Ахметова. Зарина, добрый вечер. Какой сюрприз приготовили зрителям? Да, Алексей, сегодняшнее выступление оркестра очень необычно. Помимо классических произведений, он исполняет еще и джаз вместе с джаз-группой. В ее составе музыканты из России, Армении и Швейцарии. Как сказал нам дирижер Рустем Абязов, все выступление – это практически импровизация, так как о том, что будут играть музыканты, они узнали только накануне. Ну а сама музыка – это смесь современных и национальных армянских мотивов. Я бы хотела, чтобы каждый зритель сейчас ненадолго окунулся в ту атмосферу, которая царит в зале. Я думаю, что многим он запомнился тем же, чем и мне, скажем, Абязов фестиваль, который был посвящен року в этом году, и там были совершенно космические по уровню концерты. Потом «Лярте де Лярка», второй наш фестиваль. Уж, казалось, такие приезжали к нам мэтры, что просто вот дальше вроде лучше уже некуда. Но в этом году приехали два скрипача, которые затмили многих и многих. В июне у музыкантов еще будет несколько выступлений, ну а после долгожданные летние каникулы. Увидимся мы с ними, возможно, только в августе на чемпионате WorldSkills. Ну а открытие следующего сезона «Ля Примавера» состоится 29 сентября, и это будет чисто классический концерт. У меня на этом все. Алексей. Спасибо, Зарина. Это было прямое включение из БКЗ. Больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112» сейчас о погоде. Ну а я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он в 21:30. Всего доброго. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Казань примет чемпионат мира по волейболу 2022 года. Столица Татарстана стала одним из городов России, в которых пройдут матчи мировых стартов среди мужских команд. После инспекционных визитов Международная федерация волейбола утвердила 8 городов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфа и Казань. О двух дальнейших городах-организаторах федерация объявит в течение следующего года. Турнир состоится с 26 августа по 11 сентября с участием 24 сильнейших национальных сборных планеты, представляющих все континентальные зоны. Автоматически в число участников допущены Россия как хозяин турнира и Польша на правах действующих чемпионов мира. К другим темам. Награды нашли своих героев. В Москве состоялась торжественная церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В отличие от прошлогоднего чествования лучших героев хоккейной индустрии, в этом году Ак Барс не может похвастаться титулами и показателями. Вылет на ранней стадии плей-офф сказался и на индивидуальных призах. Лучшим снайпером по итогам сезона стал Кирилл Капризов, а титул лучшего бомбардира вручили Никите Гусеву. Оба выступили в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии. Дальше награды получили легионеры. Среди защитников отметили Даррена Дитса, а среди вратарей не было равных Юхе Мецоле. Новый чемпион. ЦСКА давно стремилась к этому, поэтому можно его поздравить. Можно поздравить и «Авангард», который действительно в этом году удивил своей стабильной игрой. Да и вообще плей-офф было очень интересно. А самое главное, сегодня болельщики любят хоккей, и посещаемость в средней увеличена, где-то до 6,5 тысяч. Татарстанец Никита Шлейхер – двукратный чемпион России по прыжкам в воду. Спортсмен отметил старт главного национального чемпионата сезона безоговорочной победы в двух видах программы. Сначала он выиграл турнир на 3-метровом трамплине. По итогам 6 попыток Шлейхер более чем на 40 баллов опередил ближайшего конкурента, серебряного призера Олимпийских игр Евгения Кузнецова. Бронза в активе Ильи Захарова. Второе золото Шлейхер оформил в командных соревнованиях в паре с Юлией Тимошининой. Сумма баллов победителей – 374. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте.
Поговорим о погоде через минуту. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики облачно, но без осадков, плюс 28-29 градусов. На северо-востоке Татарстана преимущественно облачно, плюс 29. На севере Татарстана небо будет затянуто облаками, возможен дождь, 28 градусов. На северо-западе республики жители ожидают душный и жаркий день, плюс 31. На юго-западе Татарстана будет облачно, но без осадков, 29-31 градус. В центре Татарстана 29 градусов выше 0, солнечно и жарко. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимаг» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимаг». Смотри на мир легко. Спонсор прогноза погоды – инновационный комплекс для защиты и улучшения зрения «Оптимаг» от группы компании «Биотек». «Оптимаг». Смотри на мир легко. В Казани будет ясно, без осадков и очень жарко. Днем до плюс 31. Ветер умеренный, атмосферное давление в норме, влажность воздуха низкая. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.